дальнейшее, так сказать, переиначивание того смысла, которое было заложено в этих документах. В первую очередь хочу отметить, что если бы мировая общественность, особенно ОБСЕ, если бы они считали, что вопрос надо решить только лишь в рамках так называемой территориальной целостности Азербайджана, то в таком случае никакой Минской конференции, Минской группы и тем более сопредседателей Минской группы не было бы создано. Это единственное, так сказать, подобное отношение к конфликту, существующему после развала Советского Союза, которое проявило Европейское сообщество по безопасности в Европе. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, это единственный конфликт, по которому было принято решение сформировать Минскую группу ОБСЕ и сопредседателей Минской группы. Теперь, причем сопредседатели представляли три великие державы. Это Соединенные Штаты, Россия и Франция. Второе. В первых же публикациях и вообще предложениях, которые были представлены соответствующей Минской группой ОБСЕ, территориальная целостность и право нации на самоопределение считались равноправными принципами. То есть они четко были подчеркнуты в этих предложениях. Об этом говорилось и в первом пакете предложений, и во втором, и так далее, и так далее. Теперь, даже в том предложении, которое называлось общим государством, речь шла о том, что Республика Арцах, она будет обладать всеми теми правами, которые имеет национальное образование. То есть это было предложение, которое мы не приняли, естественно, но во всяком случае считалось, что как швейцарские кантоны, которые были объединены конфедеративными связями. То есть, снова подчеркиваю, рассматривался вариант только лишь уважающий право на самоопределение. Теперь дальше. Появились потом мадридские принципы, где четко было записано. Опять же, не совсем нам нравились эти принципы все, но там было четко заявлено о том, что в принципе сейчас Нагорно-Карабахская республика получает свой временный статус, который, так сказать, опять же определяет его самостоятельность, а референдум о полной независимости откладывается на определенное время. На этот период должны были произойти такие события, которые примирили бы стороны к добрососедским отношениям. То есть право нации на самоопределение, подчеркиваю еще раз, абсолютно четко было выставлено во всех документах, предложениях Минской группы ОБСЕ. И всегда сопредседатели Минской группы, приезжая в Ереван, ведя переговоры с руководством Армении, обязательно или приезжали в Степанакерт и вели переговоры с руководством Нагорно-Карабахской республики, или эта встреча проходила в Ереване. То есть Минская группа ОБСЕ считала, что существует три стороны в этом конфликте, и Нагорно-Карабахская республика — это как раз та сторона, которая должна определить свое будущее. Поэтому утверждение этого господина, который сегодня занимает пост премьер-министра, абсолютно не соответствует действительности. И они всегда, это его привычка, все время представлять то, как он хочет это видеть. Точно так же он занимается манипуляцией Алматинской так называемой декларации о создании СНГ, где вообще никаких, так сказать, моментов по поводу уже имеющихся административных границ не было. Там было написано, еще раз хочу подчеркнуть, согласно существующим границам. А это означает, что в период 91 года, после 10 декабря, когда был референдум на Горном Карабахе, они вышли из состава СССР, в Азербайджане, то есть не существовало больше Нагорной автономной области, Нагорно-Карабахской автономной области. Поэтому, более того, 30 августа, когда Азербайджан, значит, выступил с заявлением декларации о том, что объявляет свою независимость от Советского Союза и объявляет себя, значит, не считает себя правопреемником Советского Азербайджана, а только правопреемником демократического Азербайджана, в составе того Азербайджана вообще не было ни Нагорного Карабаха, ни Нахичева. То есть, если этот человек хочет защищать национальные интересы Армении и арцахского народа, должен был именно исходить из этих позиций. Тем более, что они не выдуманы, они соответствуют тем параметрам, которые представлены в этих документах. Вот что можно об этом сказать.
Это были какие-то бои. Причем на 4-й день азербайджанская сторона, генеральный штаб Азербайджана, умолял Москву, чтобы они вмешались и остановили вот эти боевые действия. Это тоже факт. Ну, сколько можно лгать? Сколько можно говорить то, что тебе нравится, которое совершенно не соответствует действительности? Значит, это первое. Он сам говорил о том, что Нагорный Карабах — это Армения, и Арцах — это Армения, и все. Ну, а сейчас он пытается все это доказать, все обратное. Но так не бывает. Когда ты вообще... Ты грамотный человек? Если ты грамотный, почему тогда объявлял? Если ты не грамотный, а сейчас почему ты вдруг стал грамотным? Поэтому вопрос настолько определенный, что если ты будешь отрицать право нации на самоопределение, то есть ты себя ставишь вне того, так сказать, вне тех директив и вообще того постулата всех документов, которые ООН приняла в 1947 году. То есть если ты отрицаешь право нации на самоопределение, ты отрицаешь устав Организации Объединенных Наций. Вот об этом речь. Так что им вести такие разговоры о том, что есть на самом деле в этих документах, это просто, извините, смешно.